часть того совещания, которое только закончилось. В результате 3 дней мы ездили и разговаривали, обсуждали состояние культуры, состояние издательского дела, состояние вообще той литературы, которая выходит, и чему посвящена эта литература. А в общем смысле мы, конечно, говорили о судьбах культуры вообще, быть ей или ей не быть, потому что в сегодняшнем мире люди как-то забыли о том, поставлены такие обстоятельства, забыли, что смыслом и целью развития общества вообще является культура как таковая, и другого пути у нас нет. И в результате вот этих всех поездок были 2 экскурсии. Одна была по городу, всех этих литераторов, издателей, а другая была вчера. Она целенаправленно пролегала в Терекское ущелье. И вот я хочу рассказать, как реагировали эти люди, которые имя Кизила вообще никогда не слышали. Ни один из них. Так случилось, потому что они со всей России съехались. И даже человек, который был из МГУ, предположим, да, и даже она не знала, мы этого не имеем. Это очень жаль. Почему я радуюсь, что сайт есть? Я этому радуюсь. Потому что те, кто не знает, они обязательно прикоснутся, тем более сайт большей части своей на русском языке, значит, он нарисован тому миру, который прочтут это и на русском. Это очень важно, чтобы эти идеи, которые нес Кизил, я говорю не о его творчестве сейчас даже, а об идеях. Я сейчас вернусь к слову идеи. Вот я очень коротко скажу, как они реагировали. Мы начали с того места, где Пачек и Зим в парке, да, это маленькая литературная аллейка. Мне показалось, что их это удовлетворило, вот рассказ небольшой. А когда мы спустились и хотели уже ехать наверх со срука, они говорят, я им говорила, что он в городе, Зим, а вы покажите, пожалуйста, где его могила. И мы поехали целенаправленно туда. Они стояли там, они все смотрели, они все расспрашивали. Вот просто, видимо, вот эта магия какая-то все-таки в этом есть, потому что я имею в виду в идеях все-таки, которые нас встречают. А вчера, когда мы приехали на развилке, они сказали, а вы не могли бы нам прочитать что-то из его произведений? Я говорю, вам на самом деле это интересно? Да, нам хочется узнать, как изнутри выглядит балкарец Кизил. Они выучили, что не кабардины и не балкары. Они выучили, что у нас есть балкарцы и у нас есть кабардинцы. Я вижу, что вам это странно, да, но везде, где мы бываем, очень часто люди воспринимают все-таки вот без правильных окончаний. Люди настолько у нас далеки от географии, настолько далеки от этнографии. И вот когда я им рассказала более подробно про географию и рассказала содержание, не читала, потому что это было бы долго, мою любимую поэму «Раненый тур», вы не представляете. У них просто был мороз по коже, так они сами сказали. И вот эта женщина из университета сформулировала главный мысль так. Вы, говорит, понимаете?